Приветствую, смотрите, подписчики, гости канала. Вы на канале Таро Дома. Меня зовут Александра. У меня для вас прогноз на 5 июля, на среду. Смотрим мы с вами все знаки зодиака по очереди. 12 знаков от Овнов до Рыбок, по 6 знаков в двух частях. Это первая часть, здесь будет первые 6 знаков. Овны, 5 июля, среда, события дня. Смотрим овны. Лебедь, верность. Подарочек. Лебедь еще иногда указывает на события в паре, да, то есть, возможно, вот подарок здесь получите. Удача, подкова. Успех нельзя, бокал нельзя, луна. Событие, которое повторяется через определенный какой-то цикл. Гости. Слезы, яблоко, так, проверяем горизонталь, вертикаль, что здесь смотрим, здесь нет, бабочка есть, это деловой разговор, смотрим вертикали, нет, колокольчик есть. Пустые разговоры. Да, то есть, возможно, этот деловой разговор окажется пустым, да, без результатов. Хотя рядом есть удача. Розу нельзя. Здесь нет. И здесь уже нет карты. Значит, смотрим, что получается в этот день. У вас все хорошо будет в паре. Возможно, событие даже какое-то. Деловой разговор, удача, подарок, пустая болтовня, гости. Слезы переживания, иногда слезы радости бывают, да, то есть, возможно, вот слезы радости, да, то есть от подарка или какая-то, не знаю, веселая история. И еще события в месяце. Так что вот такие события для вас на среду. Благодарю за внимание. Перехожу к тельцам. Смотрим тельцы. Пятое июля, среда, события дня. Любовь. Первое событие, 2 сердца. Успех. Колокольчик. Пустые разговоры. Подсвечник нельзя. Деловая встреча. Возможно, пройдет успешно для вас. Конверт получения. получение документа, посылки, справки.
прикручу. Интимная связь еще есть, кровать. Цыпленок нельзя, здесь нет и здесь нет. Значит, смотрите, у вас получается в этот день в личной жизни все очень хорошо. Любовь, да, и кровать, секс. Дальше в делах встреча, успех, удача. Пустые разговоры, болтовня с кем-то и получение еще тоже будет в этот день. Ну, вот такой, в принципе, все события хорошие у вас выпали. Смотрим дальше. Близнецы. Так, знак Близнецы. 5 июля. События дня для Близнецов. Близнецы. Сразу же книга выпадает. Это посещение госучреждения. Мешок с деньгами нельзя. Ножницы. Решится какой-то вопрос у вас. Возможно, в госучреждении отрежете себе какую-то справочку. Будильник. Возможно, даже на определенное время будет встреча, да, то есть вас ждут к определенному времени, потому что будильник всегда показывает, что мы ориентируемся, расписываем свой, да, день как-то по часам. Ну, либо у вас тут еще выпадает свидание, возможно, у вас, да, вечером свидание, встреча на определенное время. И рядышком выпадает солнышко, радость, да, то есть очень хорошо пройдет свидание, у вас будет хорошее настроение. Еще выпадает подсвечник. Подсвечник может показывать романтическое свидание. Ну, либо это надежда, да, то есть надежда на то, что успею, на то, что все пройдет хорошо. И здесь нет. Значит, смотрите, у вас получается одно событие связано с госучреждением, да, то есть и решением вопроса, а второе событие показывает приятная встреча, свидание, хорошее настроение, надежда, вера, да, что все получится, и день, скорее всего, будет у вас как-то расписан, потому что, может быть, и здесь надо в определенное время успеть, и здесь тоже, поэтому тут подсказывает, что правильно все планируйте, иначе будете опаздывать. Благодарю за внимание, близнецы. Перехожу к ракам. Раки. 5 июля. Раки. Среда. События дня. Будильник. Будильник показывает, что в этот день вам нужно будет куда-то попасть в определенное время. И неприятность.
Да, то есть, ну, тут очевидно, это будет опоздание, да, то есть, либо наоборот, долгое ожидание. Какая-то проблема будет у вас с часами в этот день. Приглашение дерева. Змея. Ну, это кто-то с длинным злым языком, да, то есть, например, опоздали, и человек обязательно съязвит, да, то есть обратит на это внимание. Нет, ожидание, все-таки корабль выпадает. Больше похоже на то, что вы будете очень долго ждать по кораблю, да, то есть, возможно, это будет, опять же, неприятность, то есть опоздали, да, то есть по будильнику и вынуждены потом долго ждать, да, то есть из-за этого опоздания. В свое время пропустили. Нерешенный вопрос, цепочка. Может быть, из-за этого опоздания, ожидания не удастся решить что-то. Цыпленок, общение с детьми, с семьей. Так, проверяем теперь, что у нас с горизонтали, вертикали здесь показывают. Смотрим. Горизонтали нет, вертикали сразу же конфликт с кем-то, ну, со змеей, понятное дело, да, то есть кто-то будет шипеть на вас, а вы будете шипеть в ответ. И хорошо, вот смотрите, есть ножницы, да, то есть решится дело. То есть вот этот нерешенный вопрос, да, который нерешенное дело решится. Но опять же, видите, показывает ожидание, да, то есть с какими-то неприятностями, с какими-то сложностями, ну, слава богу, решится, потому что далеко друг от друга решения, да, то есть и сам вопрос. Значит, что мы здесь видим? У вас будет проблема со временем в этот день, у вас будет неприятность, ожидание, приглашение, конфликт, общение со змеей, нерешенный вопрос, который решится, и общение с детьми, с семьей. Вот такая информация для вас. Благодарю за внимание. Тут у вас много предупреждений, да, то есть как нужно правильно так выстроить день, да, чтобы было поменьше проблем. Благодарю за внимание. Перехожу к львам. Левушки смотрим. 5 июля. Июля, львы. Новость. Первое событие. Получение какой-то информации. Змея. Возможно, вот от змеи получите. Общение с другом. Победа. Пустые разговоры. Ну, скорее всего, с другом, подружкой. Также, смотрите, еще есть решение вопроса. Ну и понятно, да, то есть в лучшую сторону для вас, да, то есть для вас хорошим результатом, если победа выпала.
Ну да, еще и успех. Венок победителя. Так, нет карты, нет совпадений, нет совпадений, нет. Значит, смотрим, смотрите, у вас в этот день, да, придет какая-то информация, новость. У вас будет общение с другом, общение со змеей. То есть здесь несколько вариантов. Это может быть и медик, да, то есть у вас кто-то в окружении. Это может быть человек по году рождения, змея. По характеру, да, такой ядовитый немножко. Ну и, конечно же, человек, самое главное, да, то есть основное значение, это человек с длинным злым языком, да, который пытается как-то нас обидеть, что-то неприятное сказать. Дальше, возможно, зависть еще. Да, то есть вот если здесь выпадает решение вопросов, победа, успех, возможно, просто кто-то завидует. Потому что здесь есть чему, да, то есть успех, победы, решение вопросов, и также еще есть колокольчик, разговоры. Ну, это, скорее всего, с друзьями. Так что у вас день очень хороший, за исключением змеи. Вот такая информация для вас. Благодарю за внимание, львы. И я перехожу дальше к девам. Так, смотрим значок девы, смотрим, что у вас. 5 июля. 5 июля, среда, события дня. Ключик. Прекрасно, дева. Ключик — это очень хорошо. Это значит, что все в ваших руках в этот день. Вот как вы задумаете, да, так и будет. Ну вот и неприятность, видите, рядом. То есть любая неприятность будет решена. Да, то есть вы найдете выход, найдете решение. Еще и удача. Как раз тут, видите, неприятность окружает ключик и удача. Так что не переживайте, даже если что-то произойдет, вы быстро с этим разберетесь. Либо, опять же, уже зная об этом, вы можете избежать, то есть быть более осторожными, аккуратными, да, то есть, может быть, неприятностей не будет. Победа. Радость. Подарок. Новость. Возможно, придет информация, новость о победе, о том, что вы где-то что-то выиграли, да, то есть или получили какой-то хороший результат. И ножницы. Решится вопрос. Ну, у вас прям очень хорошее событие, вот кроме этой неприятности. Так, смотрим, что еще здесь. Луна еще есть. Луна показывает события, которые повторяются каждый месяц. Ну, или через определенное количество дней есть какой-то цикл. Гости еще вот есть. Чашка чая. И здесь нет. Ну, в принципе, у вас событий много. Да, то есть 4, 5, 6, 7, 8, 10 событий. Но я думаю, что некоторые будут проигрываться парами. Да, то есть, ну, допустим, 2-3 могут указывать на одну. Ну, вот, например, гости, подарок. Да, то есть может быть хорошее настроение. То есть это может быть одно событие. Я вам говорю отдельно. Значит, каждое событие отдельно. Гости, ключик, открытые двери, возможности, решение вопросов, успех, победа, неприятность, хорошее настроение, подарок, новость, решение каких-то вопросов, дел и события, которые повторяются каждый месяц. То есть у вас из минуса только из 10 минус только 1 неприятность.
Опять же, ну, то есть ее окружают такие хорошие карты, что я думаю, что вы как-то этого избежите. Возможно, неприятность будет, например, с гостями или в гостях, да, то есть не у вас лично, а у кого-то вы просто будете свидетелями. Как вариант еще может быть так. Благодарю за внимание, девы. Дальше я перехожу к весам. А знаки от весов и до рыбок у меня будут во второй части видео. Ссылочку, как обычно, оставляю внизу под видео в описании. Нажимайте, переходите, и мы с вами увидимся во второй части.